31 июля в Москве на Новодевичьем кладбище был открыт памятник Фазилию Искандеру. Событие было приурочено к годовщине смерти нашего великого соотечественника. В церемонии открытия памятника приняли участие родные и близкие Фазилия Искандера, руководство Союза писателей России, представители творческой интеллигенции, посольства Абхазии в России, почитатели творчества Фазилия Абдуловича, глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, депутаты Московской государственной Думы во главе с председателем Алексеем Шапошниковым. Ровно год назад не стало замечательного писателя, мастера слова, истинного чегемца Фазилия Абдуловича Искандер. В день годовщины со дня его смерти состоялось открытие памятника на Новодевичьем кладбище в Москве. Господи, помилуй! Отпуститесь ему от всякие болезни, печали и воздыхания, и вселите его, одежи пресыщая свет лица Божия. Господу помолимся. Господи, помилуй! Выразительный взгляд, устремленный вдаль, памятник создан еще при жизни писателя. Здесь Фазилию Абдуловичу 35 лет. Таким его запечатлела его подруга и скульптор Марина Эшба более полувека назад. Изготовление скульптуры состоялось при поддержке московской абхазской диаспоры. На состоявшемся митинге председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что Фазилий Искандер был поистине великим человеком и гражданином, патриотом Абхазии и России. Все его произведения были пронизаны философией, добрыми мыслями. Люди любого возраста, когда знакомились с его творчеством, навсегда влюблялись в Абхазию, навсегда влюблялись в малую родину. И сегодня, несмотря, дети это, подростки, взрослые люди с удовольствием читают и перечитывают его книги. И пока жива его литература, жива эпоха Фазилия Искандера. Вечно ему добрая память. Спасибо ему за его великое творчество. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали зачитала приветственное слово президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Открытие памятника – это символ его бессмертия, вековечности идей и мысли Фазилия Искандера, отмечается в частности в письме президента. Как известно, в Абхазии создана комиссия по увековечиванию памяти народного писателя. Как рассказала в интервью абхазскому телевидению Эльвира Арсали, в ближайшее время будет объявлен конкурс на памятник Искандеру, но уже в нашей стране. Значение Фазилия Абдуловича в Абхазии переоценить очень сложно. Он сделал очень много для международного культурного признания Абхазии. На самом деле он сдвинул географические границы всевозможные и сделал так, чтобы преодолел все трудности перевода и сделал так, что про Абхазию знали, говорили, любили даже те люди, которые не бывали, мало знали о ней, о ее культуре. Его все произведения – это носитель духовных, культурных ценностей абхазов, которые зашифрованы в его произведениях. Поэтому, несомненно, для международного культурного признания Искандер сделал огромный вклад. Меньше года назад народный артист России Авангард Леонтьев представил абхазской публике свое прочтение прозы классика в моноспектакле «Наше все» Фазилий Искандер. Тогда в Сухумском русском театре драмы имени Фазилия Искандера он поделился своими воспоминаниями о писателе. Уже спустя год Авангарду Леонтьеву было тяжело говорить о великом поэте в прошлом времени. Фазиль Искандер замечателен тем, что его книжки, в которых есть все, что есть в жизни человека, но они всегда оставляют надежду. Надежду. Книжку Искандера закрываешь с каким-то радостным ощущением, что все еще впереди, что прекрасна жизнь и прекрасна мир. И вот это то, чем одаряет Фазилий Искандер, и то, что останется навсегда. Спасибо, Фазиль Абдулович. Глава московской абхазской диаспоры Беслан Агрба поблагодарил всех, кто принял участие в открытии памятника, и тех, кто целый год работал над тем, чтобы увековечить память великого писателя. О литературных и творческих успехах и вообще о том, какой был прекрасный человек, уже много говорили. Кстати, я хотел отметить вот это великое качество московской писательской и поэтической среды, что ли, если так можно сказать, создавать особое светлое настроение даже в самые
печальные минуты. Спасибо большое за это всем друзьям Фазиля, которые выступали. Идея создания памятника принадлежит Антонине Михайловне, супруге Искандера. Представители московской абхазской диаспоры с воодушевлением восприняли эту идею, тем более, что выбор основы памятника не составил труда. Он же вообще не позировал, не любил этого. Вот, а с Мариной они дружили. И вот Тоня читала рассказы, развлекала их как могла, и остался зато этот бюст. Конечно, Марина его не закончила, он остался в Абхазии в гипсе. И мы все это организовали. Я занималась, Беслан Родионович поддержал и помог реализовать этот проект. Вот. И мне даже кажется, что сам Фазиль помогал. Как-то оно все складывалось. Не то чтобы легко, а вот правильно. Может быть, хотелось мне лично что-то более крупного. Но вот оно сложилось, как сложилось. Очень в его духе, очень в его стиле. Достойно, скромно и выдержанно. Вспоминая Фазиля Абдуловича, едва сдерживая слезы, Шазина Агарба отметила, что самый тяжелый год прошел. Для тех, кто лично знал Искандера, сегодня сложно жить без его живой улыбки. Вообще, конечно, самый трудный год прошел. Вот. Это было мне очень трудно без его живой улыбки, без его одобрительного кивка, просто находить энергию. Это было трудно. Вот. Но, как тут сегодня уже сказали, он с нами, мы с ним, мы его читаем. И то вот лекарство гуманизма, человечности, которое он выработал и передал нам в виде творчества. Вот теперь я лично от этого заряжаюсь и получаю от этого смыслы и энергию для того, чтобы делать все, что необходимо для увековечивания его памяти. И просто считаю это за честь и благодарна судьбе, потому что он и вся его жизнь – это как раз пример и назидание нам всем. На Новодевичьем кладбище, где похоронен поэт, не было слез. Знакомые, родные, друзья, поклонники вспоминают его улыбку, бессмертные слова и роль, которую Фазиль сыграл в их судьбе. Господь привел меня, я не знаю, или Фазиль как-то повлиял, что я вспомнила о том, что можно разыскать вот эту работу, если она сохранилась. И она чудом сохранилась в Абхазии, несмотря на даже то, что там происходила война и все остальное, где-то в подвале как-то, что-то. Они сохранили этот гипсовый слеп, ну, оригинал. И наши люди здесь, мастера, поехали. Шазина Агарба руководила этой поездкой. Спасибо ей, поклон огромный. И они сделали из того слепка слепок, привезли его в Москву и здесь уже сделали бронзовую отливку. То есть это можно считать, что вот это единственный оригинал вообще в жизни, в мире, на этом свете. Вот. И то, что абхазская сторона во главе, абхазская диаспора московская, во главе с Бесланом Агарба, который здесь выступал, они взяли все эти, я даже не знаю, какие-то потрясающие расходы, материальные, разные. А Шазина огромную организационную работу проделала. И огромный ей поклон за это и спасибо. Я считаю, что мы достойно Фазиля как-то этим отметили, его память, и люди будут видеть его таким, каким он был в 35 лет. Это памятник и нашим 60-м. Когда не стало Фазиля Абдуловича, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава посвятила ему эти строки. «Человечный мой человек, дорогой мой Фазиль, какое счастье, что я жила с тобой в одно время». И в самом деле нам выпала огромная честь жить в эпоху Искандера. Об этом говорили все, кто даже совсем немного пообщался с классиком при жизни. В их числе Георгий Чанба, молодой врач. После университета он живет и работает в Москве. Узнав об открытии памятника, посчитал своим долгом приехать сюда.
Фазил Абдуллипа Искандер адунеяджа ирел сущука поетша дарваджкан. Бриди яхянарша закар япсоп. Сорубас куяна гойду идуни псахтаха июмтака изи кршукса ахчва дулша бергша ирабхалот. Фазил Искандер июмтака ацакцаула роман. Их схаш трапезем. Фазиля Абдуловича Искандера не стало на 88-м году жизни. Цифры бесконечности, как символ вечной памяти писателю. Рената Шакая, Беслан Чинджерия, Москва, для Абхазского телевидения.